Это «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. За последние 1,5 года команда туристического направления Якутии привлекла на развитие в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» немалые средства. Такие проекты в регионе, как Ленские столбы, Удел-парк, экопарк, отель Орто-Дайду, Пончо-Кэмп и другие, получат федеральную поддержку. В целом, о перспективах развития туризма в республике мы сегодня поговорим с гостем в студии Дмитрием Громовым, генеральным директором Агентства развития туризма и территориального маркетинга республики. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Какова общая сумма средств, направленная на развитие туризма в Якутии за последние 1,5 года? Ну, начнем немножко издалека. Действительно, у нас в Якутии мы пока еще не верим в туризм. Существует ли туризм у нас в Якутии? Да, он есть. Он, на самом деле, уже каждый наш житель, он и есть, является туристом. Потому что вот со многими предпринимателями по разным районам встречаемся, и там постоянно говорят, а где туристы, а где туристы? У людей понимание, что турист — это как будто человек, который носит панамку с фотоаппаратом на груди, обязательно с рюкзаком сзади. И вот такие вот туристы так были. На самом деле, вот даже наши детишки, которые приезжают на Олимпиаду в город Якутск или, наоборот, выезжают на спортивные мероприятия в районы, они тоже являются туристами, потому что они ночуют, они кушают, на чем-то едут и что-то с собой привозят. То есть это те базовые вопросы туризма, которые есть. Исходя из этой логики, нашей команде в лице нашего лидера Тимура Юрьевича Ханды удалось за вот эти 1,5 года объединить разные слои, разные отрасли предпринимательства. И это как раз полностью создает тот микс туристического продукта и туристического впечатления, который у нас в Якутии есть. Благодаря совместной нашей работе за 1,5 года беспрецедентные деньги мы смогли привлечь. Это работа непосредственно министерства, около 240 миллионов. Это 67 миллионов на туристическое оборудование, это катамараны, спутниковые телефоны, беседки, информационные стенды. Все остальное на 67 миллионов у нас уже господдержка пришла, конкурс уже завершен. Было подано около 140 миллионов, на 140 миллионов заявок. То есть у нас в республике на 140 миллионов готовы наши предприниматели вложиться для того, чтобы инфраструктура туристическая появилась. Помимо этого, агротуризм. Госпрограмма по линии сельского хозяйства у нас в стране действует более 4 лет, но Якутия последние 2 года только начал появляться в этой госпрограмме. В прошлом году это ребята, семья Яковлевых из Сунтарского улуса, в этом году Чемизова из Горного улуса и Ионова из Вилюйского улуса будут показывать местным же жителям, которые тоже являются туристами, еще раз подчеркну, что такое апитерапия, что такое туризм на селе и как создается еда. Потому что история агротуризма, в отличие от сельского туризма, именно в этом. Сельский туризм — это у нас просто нахождение на территории села, то есть выход из цивилизации, информационный детокс, например. А агротуризм, основная суть, это именно как создается еда, как пчелы делают мед, как коровы подоить и получить свежайшее молоко, или как курочки, индюшки или другие животные дают человеку еду. Вот про эту историю. И в итоге у нас по агротуризму в целом 10 плюс 15, 25 миллионов. И в этом году, вот последнее, то, что нас обрадовало, буквально вот неделю назад, 14 сентября, по поручению Владимира Владимировича Путина, Михаил Мишустин, председатель правительства Российской Федерации, выпустил распоряжение о том, чтобы на туристическую сферу, на строительство модульных некапитальных объектов на всю страну предоставить помощь в размере 10 миллиардов рублей. Из них 123 миллиона непосредственно попадут на объекты в Якутии. Особенность вот этих всех федеральных денег этого года в том, что те заявки, которые подавались, они идут рубль к рублю. То есть сразу умножаем всю эту сумму 240 миллионов государственной поддержки на 2, потому что сколько запрашивали федеральных средств, столько у предпринимательства своих собственных средств должно было быть, кредитных, заемных, разных. Но таким образом на 500 миллиарда у нас в этом году и в следующем году туризм уже будет вовлечены столько денег, и новые объекты появятся. По модульным объектам это у нас 21 проект со всей республики, было подано 24 проекта, но по баллам, по критериям, которые решало непосредственно Министерство экономики Российской Федерации, прошли 21 проект. Это очень отрадно. И
Поэтому надеемся, что количество койко-мест номерного фонда и появятся новые объекты, которые уже в локациях, к которым наше население уже привыкло ходить, уже точки посещаемости у них высокие. Мы надеемся, что наши земляки будут на этом еще больше зарабатывать денег. Я думаю, что это более чем реализуемо, тем более, что не так давно на полях Восточного экономического форума были высказывания о том, что надо развивать и гостиничную индустрию у нас в регионе, и это касается не только Якутска, но и районов республики. Абсолютно верно. У нас в Якутии 3 точки входа в наш регион. Это не только город Якутск, аэропорт города Якутска, но и Мирный и Нерингли. Сейчас, благодаря усилиям команды правительства республики, данные аэропорты уже полностью модернизированы, и в Якутске в том числе ВПП уже готово. И, соответственно, тот же самый Мирный, алмазная столица мира. Это та же Якутия, в которую турист гипотетически может приехать быстрее, на 1 час быстрее и даже дешевле, чем Якутск. И, соответственно, а что там можно посмотреть со стороны Мирного? Рядом это Сунтарский улус, земля Лонхо. Дорога какая-никакая, но есть до Ленского района. И оттуда уже можно будет сейчас запускать круизные направления. С Ленска до Ленских столбов. Сейчас у нас круизные направления, только Якутск-Ленские столбы же работают. Например, Нерингли. Как бы парадоксально не было, что это юг Якутии, но именно там мы можем показать, что такое северная этника. Поселок Иенгра, уникальный поселок, где ребятам удалось сохранить свою культуру, этнику и бытность. И вживую это можем показать непосредственно в 40 километрах от Нерингли это дело показать. В 2 часах езды от Нерингли у нас отличное горнолыжное направление, это Алдан. Алданский улус тоже является таким уникальным местом, где собраны и горы, и реки, и прекрасные леса. Поэтому там ребята, предприниматели уже начинают делать интересные моменты. Почему я говорю про новые точки входа? Потому что нам удалось сделать первое авиасообщение до Ленских столбов. Авиатуристы у нас полетели. Помните, весной мы прямо на лед приземлялись. Благодаря этому Полярные Вели сейчас строят грунтовую взлетно-посадочную полосу. И, соответственно, Ленские столбы отныне, от того, как сейчас полоса появится, они будут доступны плюс 4 месяца в году, потому что река Лена – это одна из величайших рек планеты. И 4 месяца мы из-за ледостава и ледохода не имеем возможности доступа к Ленским столбам. Теперь это уже не проблема. Второе направление – это ЖД-туристы. Нам, якутянам, нужно поехать на выходные в Нерингли или в Алдан. Что там смотреть, что там делать? На эти вопросы мы скоро уже все готово. Скоро об этом через вас, СМИ, будем рассказывать нашему населению. Да, действительно, на выходные можно куда-нибудь съездить и внутри нашего региона. То же самое отдельно хотел бы отметить село Булгуняхтах. Уникальный туристический хаб, благодаря которому рядышком через реку у нас Тукуланы, у нас Бизанарий, устье Ботамы, и оттуда можно добираться на Ленских столбах. Теперь он стал доступнее, потому что всего лишь навсего лодочная станция появилась в Двагисе. Бесплатное мероприятие, которое не требует бюджетного рубля, но это позволило людям сократить клиентский путь. А оттуда уже сразу понятно, куда дальше идти, кому обратиться. Все эти вопросы сразу сейчас отпадают. Бердигестях, Горный улус. Уникальные ребята. Почему? Потому что начиная от руководства района, заканчивая местным предпринимателем, простым населением, там они начали делать туризм. Как? В Горном улусе какой туризм? Это теперь центр семейного отдыха. На выходные можно туда ездить. И Бердигестях – это первый на Дальнем Востоке и в Сибири муниципальный районный центр, в котором есть обзорная экскурсия на целых 3 часа. Целых 3 часа в Бердигестях есть что посмотреть, есть что послушать, и есть куда сходить. И помимо этого там еще новые объекты появляются, точки притяжения, про которых также через СМИ узнаете, и в принципе уже там поток появился. Отрадно то, что муниципалитеты сейчас начали уже активно заниматься туризмом, вовлекать в туризм, потому что мы в каждом наследии, в каждом муниципальном районе уже научились делать спортивные мероприятия и культурные мероприятия. Согласитесь, масштабировали СЭХ Лонхо. В любой локации можем проводить такие масштабные мероприятия. Спортивные мероприятия также в любом районном центре или в любой деревне мы можем проводить. Но при чем тут туризм, как это можно сделать? Любой человек также отвечает, так вначале говорил, ищет для того, чтобы стать туризмом, ищет 5 вопросов для себя. Где ночевать, что есть, что посмотреть, что делать и что с собой привезти.
Вот эти ответы на эти вопросы теперь уже интегрируются во все наши событийные мероприятия, и это уже является основой для туризма. Примерно так. Но вот в беседе с вами становится понятно, что у нас в регионе очень есть много направлений для туризма. Это и туризм, назовем его обыкновенный, который нам хорошо известен, и семейный, и спортивный, и агротуризм. А что насчет гастрономических туров? Ведь у нас очень уникальная кухня в республике. Вот, абсолютно, спасибо большое, Надежда, за этот вопрос. Действительно, если весь мир готовит еду на термальной обработке положительной температурой, то есть огнем, то в Якутии сосредоточено самое большое количество блюд, приготовленных холодом. Это не сырая еда. Сырая еда — это у нас Япония, суши, а у нас это все приготовлено холодом. Все абсолютно бактерии погибают. Благодаря Иннокентию Иннокентьевичу Тарбахову у нас мы сами местные начали понимать, что такое якутская национальная кухня, как нашими продуктами работать и как его есть и в домашних условиях, и в ресторанных условиях. Здесь хотел бы отметить то, что даже на Сехе, на нашем традиционном празднике, в котором мы научились одевать собственную одежду национальную, строить объекты архитектурные и почитать традиции, мы до сих пор, надо признавать, кушаем что? Плов, шашлык, лаваш, ну, то есть кухню других народов, а не собственных, несмотря на то, что у нас вроде бы якутская национальная кухня есть. Как это устранить? Мы совместно с Ассоциацией гостеприимства, предпринимателями, ведущими шеф-поварами немножко уже поменяли эту историю. И отрадно то, что это уже у нас масштабируется и повторяется в разных районах. Целая тонна исминя, традиционного якутского супа из потрохов, было приготовлено на Сехе Туймада. Теперь во всех районах мы видим то, что на субботниках, на больших мероприятиях, на уличных мероприятиях ребята начали готовить исминя уже как традиционно. Все, теперь уже вместо шашлыка, вместо плова, теперь мы можем делать нашу еду уличной и фестивальной. Помимо этого, на вертеле мы приготовили конину. На этом вертеле мы уже на разных площадках, на разных фестивалях готовили и свинину, и оленину, и лосятину, и говядину. Получилось хорошо, население это очень хорошо восприняло. То, что открытым огнем мы традиционно можем так есть. Фестиваль национальной уличной еды, который мы планировали, что там посетит нас 4-5 тысяч человек, обычно городские мероприятия примерно такое количество людей, не ошибали. Мы ошиблись, 32 тысячи человек нас посетило, это огромное количество людей. А почему начали задаваться вопросом? Потому что, оказывается, мы формат немножко поменяли. Потому что там был микс из ярмарки сельхозпроизводителей, микс из наших производителей, которые чатят, что увезти с собой из Якутии. Наши рестораторы вышли на улицу и готовили уличную еду, которую на одной руке можно с собой брать и кушать. И, само собой, образовательные мастер-классы в режиме нон-стоп про еду, про питание, про правильное питание и то, как готовить. И самое ключевое, то, что мы горожанам, местным же жителям подарили возможность ощутить себя гостем нашего региона. Это бесплатные экскурсии по старому городу. 700 человек посетили эти экскурсии, и все были поражены о том, что сколько лет мы тут живем. Мы даже свой город, оказывается, не знаем, не смотрели глазами туриста. Вот эти 5 разных направлений, которые мы также, якутяне, умеем делать по раздельности, когда они вместе на одной локации происходят, оказывается, это людям больше заходит, и вот такой поток, такое количество людей, это уже есть подтверждение. Плюс еще недавно мы на прошлой неделе провели первый гастрономический театр в Якутии. Мы якутянам показали, что такое, что можно получать удовольствие не просто, например, мы на концерт, когда идем, мы идем смотреть непосредственно конкретного артиста, какую песню он споет, или в каком наряде он выйдет, или, например, на спортивных соревнованиях. Мы идем болеть за определенного спортсмена, то есть мы идем за человеком. И нам было важно в год труда показать, что на кухне, в ресторанах, вообще в общественном питании есть также люди, которые умеют творить. И вот на гастротеатре 6 лучших шефов готовили 6 разных блюд на публике. И как они готовят это блюдо, сразу же официанты у нас выносили каждому гостю то, что только что перед ними приготовил шеф. Это было интересно, это было классно. Это действительно звучит очень интересно, и выглядит это все действительно очень увлекательно. Дмитрий Анатольевич, благодарю вас, что нашли для нас время, ответили на волнующие вопросы. Будем надеяться, что благодаря туризму экономика региона будет расти, и, конечно, это станет одним из главных преимуществ нашей республики. Спасибо большое. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.